Знаете, вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. И Слово Божье это как откровение. Вера от слышания. Сегодня у многих спрашиваешь, источник веры, откуда вера? Как приходит вера? Все говорят от Слова Божьего. Это верно, что Слово Божье является источником веры. Но Павел Римлянам говорит, что вера от слышания. Как важно, чтобы наше ухо, оно было способно слышать голос Божий. Чтобы наше сердце, оно было открыто для нашего Бога, для Слова. И поэтому, если ваше сердце открыто, и вы возьмете это свое сердце, если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Аминь. Я говорю это вам. Если было мало, будет весьма много. Аминь. Если было мало благословения, будет весьма много благословения. Если было мало помазания, будет весьма много помазания. Если было мало мудрости, будет весьма много мудрости. Если было мало огня, будет весьма много огня в твоем сердце. Если было мало денег, будет весьма много. Если мало людей, будет весьма много людей. Если мало мест, то Господь расширит эти стены во имя Иисуса Христа. Если у тебя вначале было мало, то впоследствии будет много. Аминь. Господь Бог ничего на этой земле не делает, если Он не открывает волю свою рабам своим, пророкам. И когда раб Божий говорит Слово Божие, и оно звучит, это означает, Бог хочет это в твоей жизни и в твоей судьбе совершить во имя Иисуса Христа. Если у тебя мало радости, у тебя будет много радости. Если у тебя мало радости, у тебя будет много радости. Если у тебя мало веры, будет большая вера во имя Иисуса Христа. Если в тебе вмещается малый Бог, то скоро вместится там очень большой, всемогущий, безграничный Бог. Его имя Иисус Христос. Его невозможно засунуть сюда. Его невозможно засунуть сюда. Его невозможно засунуть сюда, в это здание. Не в рукотворных храмах живет наш Господь Бог, который сотворил небо и землю во имя Иисуса Христа. Если у тебя малый дух, то у тебя будет большой дух. Если у тебя малое сердце, то у тебя будет большое сердце. Если у тебя маленькие мозги, то у тебя будут большие мозги. Левин будет отдыхать своими мозгами во имя Иисуса Христа. Ты божественной премудростью переплюнешь и Карла, и Марса, и Фридриха, и Энгельса, и Ленина во имя Иисуса Христа. Кто-нибудь кричите «Аллилуйя». Если у тебя не хватает мало денег, впоследствии будет много денег. Аминь. Если у тебя не хватает слов, они скоро появятся. Аминь. Во имя Иисуса. Никто заикаться не будет. Аллилуйя. Никто слова искать не будет, что говорить, как проповедовать, как свидетельствовать именем Иисуса Христа. Если у тебя мало территории, впоследствии будет много территории. Поднимай руки к Господу и благодари за это слово. Принимай это слово с верою во имя Иисуса. Если у тебя было мало ячеек, впоследствии будет много ячеек во имя Иисуса Христа. Если мало церквей, будет много церквей. Много! Аллилуйя! Скажите много! Много Бога! Много благословения! Много! Аминь! Аллилуйя! Если у тебя мало сил, у тебя будет много силы. Скажите, много силы. Скажи, дух немощи оставляет меня. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух немощи оставляет меня. Дух силы, дух крепости, дух веры, дух победы посещает меня. Аминь. Если у тебя мало музыкантов, впоследствии будет много. Во имя Иисуса Христа.
Если у тебя маленький бэк-вокал, будет не просто биг-вокал, будет большой биг-вокал. И много хора во имя Иисуса Христа. Я не приехал развлекаться, я вам говорю Слово Божие. Я вам говорю истину. Это то, что в Божьем сердце. И Он вытаскивает из своего сердца и передает тебе во имя Иисуса Христа. Если у тебя мало чудес, впоследствии будет много чудес. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Если тебе мало веры, скажи мало. Скажи, мало остается в прошлом. Во имя Иисуса Христа. Это мой Бог великий, всемогущий, сильный, крепкий. Аллилуйя. Скажите, Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. И Он живет во мне. Аминь. Он живет во мне. Там живет Христос, поднимите руки. Откуда вы знаете, что там Христос живет? Потому что кто-то сказал? А? А? Откуда знаешь? Откуда знаешь? Как сказал? Да нет, братья, когда Он во мне есть жизнь Его. Когда Он во мне есть истина Его. Когда во мне есть Его дорога. Вы злитесь на меня уже? О, в конце точно разозлитесь. Послушайте. Я приехал злить вас всех и уехать отсюда. Если проповедник не разозлит народ, проповедь не состоялась. Аллилуйя. Если никто не беснуется, это плохо. Бесноватый дом остались. Или христиане бешеные живут. Живут чуть-чуть, да. Послушайте. Дьявол лжец. Аминь. Скажите, дьявол лжец. Я не носитель смерти. Я носитель жизни. Когда жизнь здесь есть, она есть в устах, она есть в глазах, она есть на лице, она есть в теле, в руках, она есть в служении, она есть в проповеди, она есть в поклонении, она есть в молитве, она есть везде. Аллилуйя! Скажите аллилуйя! Иисус Христос сказал, Деяния апостолов 1:8, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу и будете, скажите, будете свидетелями жизни, свидетелями жизни. Что сделал дьявол? Дьявол лжец. Он взял христиан, обманул и вел в заблуждение. И сегодня спор не за веру. И сегодня христиане затянулись в эту тупую, пустую, бесплодную битву. Спор за веру. Какая вера правильная, какая вера неправильная, какая церковь правильная, какая неправильная, где правильно, где неправильно. Друзья, это все ерунда. Это совершенно другая плоскость. Вообще Библия говорит о двух категориях: о жизни и о смерти. Все, вопрос жизни и смерти. Вопрос не веры, ни православной, ни католической, ни нового поколения, ни протестантской, ни баптистской, ни буддийской, ни мусульманской, а вопрос жизни и смерти. Если в тебе ты носишь жизнь, то ты дитё Божие, и верующие, и правильно верующие, и правильная церковь. А если несешь смерть, называйся хоть какой церковью, какое название, вывеска ни о чем не говорит. И название тоже ни о чем не говорит. Главное, являешься ли ты носителями этой жизни под названием Иисус Христос, который сказал: я есть. Понимаешь или нет? Я есть путь, истина и жизнь. И когда Дух Святой сойдет на тебя, Аминь. то ты будешь, скажи, будешь? Будешь. Своему ближнему скажи, будешь? Скажи, будешь? Будешь свидетелем жизни. Здесь написано, будешь, не будешь. Получится, не получится. Аллилуйя.
чудо. Получится, не получится, произойдет, не произойдет, произойдет. Аминь. Будет во имя Иисуса Христа. Ты будешь свидетелем жизни, то есть свидетелем Иисуса Христа. Аминь. Понимаешь, нет? Ты не будешь свидетелем свидетелей. Ты не будешь свидетелем свидетельств. Ты сам будешь свидетелем Иисуса Христа. Сам. Почему? Потому что Дух Святой, когда сойдет на вас, вы примете силу. А когда приходит сила, приходит жизнь от Бога. Приходит крепость. И немощь уходит. Кричите. Молитесь. Когда есть жизнь, там бурлит. Рябоком-бомба, рябакатумба, рябакатокера, рябакетолаха, рокешатакатая, рябакидера-буба, ракаралепосандя, рябакидера, харабокердера, репаналюя, ракатаралуя, аллилуйя. Кричи фонтаны жизни из моего духа, фонтаны жизни из моего сердца, фонтаны жизни из моего духа. Кто-то стесняется в рамках церковных стен кричать. Аллилуйя! Представляю, как вы себя ведете в магазинах. В магазинах все эти мужики трехэтажные маты. Они там, не знаю, Господи. А христиане, идите в магазин. И возле кассы стойте, молитесь на языках. Рубукушакая. Я здесь просто, что вы делаете? Скажи, я не матюкаюсь. Пусть слава Божья сойдет везде. Аминь. Иисус Господь. Аллилуйя. Иисус есть жизнь. Понимаете, когда жизнь приходит, смерть уходит. Поэтому спор за жизнь. Когда Адам с Евой, дьявол ненавидит Божью жизнь. Дьявол ненавидит жизнь, который приходит от Бога, хоть где-то источник, хоть что-то напоминает Бога, тебя хочет тут же убить. Поэтому провоцирует на грех. Поэтому провоцирует на невежество. Поэтому провоцирует через колдовство на всякое заблуждение. Жизнь. Если во мне есть жизнь, она видна. Если во мне смерть, тоже видна. Посмотри ближе ему глаза. Что ты там видишь? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть? Не льстите друг другу. Говорите правду друг другу. Что там видишь ты? А? Скажи, ну-ка молись, проверю. Молитва – это пульс жизни. Дай сюда ручку твою. Бьется. Хорошо, бьется. Сколько минут? 75 раз. Ну-ка, молитесь, посмотрим, какие обороты вашего пульса. Обороты жизни. Амбукуманди киндоло уснул. Рибосо помбоба усума. Эя! Лосою кишу-шу-шу-шу. Как говорят, шили-били. Круче возьми. Рапоко. О, глория, о, глория, о, глория. Вы русские. Аллилуйя. О, макасороба. Кто-то на итальянском молится. Кто-то на французском. Бонджурно, мадемуазель. Аллилуйя. Греция, Грация, Боже мой. Глория. Рекора Маша, Кентура, Лаха. Аллилуйя. Вы молитесь? Вообще вы христиане? Вы крещены Духом Святым? Где здесь люди? Когда крещены Духом Святым? Аллилуйя! В ком живет Иисус Христос? Кричите! Жизнь! Аллилуйя! Послушайте, братья и сестры, я помогу. Я не приехал осуждать вас или упрекать, а просто кое-что вам показать. Я однажды смотрел фильм «Крестный отец». Кто смотрел «Крестный отец»? Никто не смотрел. Смотрели? Вам нравится этот фильм?
Мне тоже не все. Но один фрагмент из этого фильма мне нравится, когда он приехал к священнику. Помните? И он приехал со своими проблемами, и священник взял камень и подошел к бочке, засунул этот камень в бочку, достал. Говорит, видишь? Видишь этот камень? Говорит, вижу. В чем разница до бочки, после? Он говорит, ну, до бочки был он сухой, после бочки мокрый. После бочки мокрый. Он говорит, этот камень не изменился, такой же. Разницы нету до и после. Этот камень мокрый всего лишь снаружи. А снутри разбил камень, сухой. Так и говорит с твоим сердцем. Знаете, братья и сестры, мы можем годами ходить в церковь. Мы можем годами окунуться в воду. Слово Божье, как вода живая. Дух Святой, это как помазание, это как присутствие Божье. Но если наши сердца закрыты, внутри нашего сердца остается все сухо. И нет преобразования. И нет перемен. Вот почему Господь Иисус говорит притчу о сеятеле. 4 вида почв. И плодовитая, плодородная та, которая добрая, мягкая. И сегодня христиане мы должны понять, первое, что нам нужно, чтобы наши сердца были открыты для Бога. Чтобы наши сердца были открыты для Слова Божьего. Как Павел говорит, что мы же все с открытым лицом, с открытым сердцем, взирая на Его славу, преображаемся в тот же образ нашего Господа Иисуса Христа, ославив славу. Я хочу, чтобы в нашей жизни было преображение. А где преображение? Где слава? Ваш пастор вначале сказал, на горе. Иисус Христос взял 3 учеников, поднялся на гору. И это место называется гора преображения. И там написано, что вид лица его изменился, как ангел сиял. Одежда стала светлее. И он изменился. Облако пришло, слава пришла. И сегодня мы можем прийти на служение, понедельник, среда, воскресенье, конференции. Но если наши сердца, они не открыты, если наши сердца, они закрыты, если наши сердца, они сухие, из года в год, и 20 лет, то ничего не меняется в нашей жизни. Почему? Потому что Евангелие от Матфея, 5 глава, в 8 стихе написано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И вот смотрите, братья и сестры, чистые сердцем. И я в свое время зациклился на этом. Я помню, когда проповедники говорили, если у тебя карман пустой, то у тебя голова пустая. Это меня как бы оскорбляло отчасти или вызывало раздражение внутри. И я внутри аж кричал, зато сердце чистое. Знаете, зато сердце чистое. Я не обращал внимания. Я говорю, сердце чистое. Я до Бога был молодым человеком, одевался, шел в парикмахерскую, брился. И хорошо, был чистеньким, аккуратненьким. Но когда пришла вот эта вот религиозность, религиозный бес, зато сердце чистое, а все остальное не важно. Мышление не важно. И даже мы сейчас пойдем, о чем говорит Господь. Внешность не важна. Я не брился. Я одевал брюки своего чести, я одевал куртку его. И ходил, зато сердце чистое. Знаете, это была моя проблема. Пока Господь не коснулся. И притчи Соломона, 4 главе, с 20 по 23 стих, написано, что больше всего хранимого храни сердце твое, оттуда источники жизни. Аминь. Что значит хранить свое сердце? Что значит хранить сердце? Хранить сердце, это означает следить, проверить, что входит в это сердце и что исходит из этого сердца. Не все, что входит, приносит жизнь. Или что, не все, что исходит оттуда, тоже приносит жизнь. Как говорит Господь,
Оскверняет человека не то, что входит в человека, а то, что исходит из его сердца. И от избытка сердца говорят уста. И сегодня мы говорим о чистоте сердца. Дальше говорит: сын мой, внимай словам моим и храни заповеди мои в сердце твоем. Итак, первое. Очень важно, чтобы наши сердца были открыты для Бога. Чтобы эта вода, как Слово Божье, кровь нашего Господа Иисуса, она могла омыть, очистить нас. Чтобы мы могли видеть славу Господу. Первое, открытость сердца. Второе, чистота сердца. Чистое сердце, оно важно, оно нужно. Но этим жизнь не заканчивается. Необходимо, третье, заботиться о содержании этого сердца. Потому что именно содержание сердца контролирует весь курс нашей жизни. Содержание сердца контролирует весь курс нашей судьбы, нашего призвания, нашей церкви, всего содержания. Важно не только открытость, важно не только чистота, важно еще и содержимое сердца. Чем ты наполняешь это сердце? Чем ты наполняешь этот сосуд, который Бог приготовил для себя? Он дал Иисуса Христа для себя. Слово Божье. Чем мы наполняем? Его проектами, Его программами, Его откровениями, Духом Святым. Или чем попал? Новости, интернет, газеты, клевета, обида, горечь, соперничество, грех. Что там живет? Потому что человек любой будет делать все, что диктует сердце. Любой человек. И пастор, и служитель, и новообращенный, и старообращенный. Все. Все. Все, что в сердце. И если в нашем сердце есть Слово Божье, оно как молот, Аминь. разбивающий все твердыни. Аллилуйя. Слово Божье подобно огню. Аминь. И Слово Божье, оно живо и действенно, Слово Божье. Аминь. То тогда сердце твое как двигатель. И этот двигатель запускает все механизмы веры. И тогда эта жизнь, она выходит из тебя и распространяется на твою душу, на твою судьбу, на твою семью, на твоих детей, на твой дом, мужа, жену, родственников, соседей, друзья, город, страна, в конце концов. Потому что Бог великий, Бог бесконечный, Бог всемогущий. И мы должны следить, чтобы что попадает. Почему? Слово Божье, оно, Петр пишет, оно нетленное. Оно не разлагается. Оно не разрушается. Слово Божье. Поэтому тип семени определяет тип жизни. Если в нашем сердце это Слово Божье, то там неразрушимое. Ничего не тлеет, ничего не разлагается, все строится, все созидается, все благословляется. Содержимое нашего сердца. Поэтому судьба семени, любой агроном тебе скажет, любой фермер тебе скажет, судьба семени зависит от состояния почвы. Судьба семени Божьего зависит от состояния сердца. Аминь. С Богом проблем нет. Или есть? Со Христом проблем нет. С Духом Святым проблем нет. С Библией проблем нет. С Его слугами проблем нет. Может, ты думаешь, что есть. Это в твоих глазах есть. Но они вышли, как Божий сосуд, передали то, что Бог им сказал, и они ушли. И дьявол заинтересован, обращая на человеческие недостатки, убить семя Божие, которое приносит жизнь и благословение в нашу судьбу. И поэтому, если с Богом проблем нет, с Его Словом проблем нет, проблема в наших сердцах, значит справедливо и верно работать над своим сердцем. Во-первых, чтобы оно было открытое. Во-вторых, чтобы оно было чистым. Скажешь, от меня зависит? Да, я как бы
исправьте сердца ваши, твои души. Это означает, я должен устранять все поломки машины, трактора, своего сердца, своих мозгов, какие есть, я должен вникать. Я должен изменить все. Для этого Бог дает образование, детский сад, школа, институт, чтобы исправить мозги. Так и Бог дает церкви учение, просвещение, школа, конференции, которые Бог посылает своих служителей, чтобы они пришли и дали направление, где мы застряли, где загвоздка, над чем мы должны работать, чтобы вырваться из этого застоя, из этого ограничения во имя Иисуса Христа. Аминь. Сердце, оно формирует мышление. Послушайте, братья и сестры, это очень важно. Если твое сердце, ты переживаешь в жизни стресс, стрессовые ситуации, скорбь, проблемы, испытания, что-то произошло здесь, да? Вот произошел надлом. Происходит перелом. Человек до скорби, до стрессовой ситуации был один, после другой. Что-то произошло в сердце. Жизнь уже не так пошла. То же самое, когда в наших сердцах происходит перемене от Бога. Наше мышление меняется, и меняется образ жизни. Меняется весь распорядок, меняется абсолютно все. Поэтому сегодня важно не только открытость сердца, не только состояние сердца, не только содержимое сердца. Еще есть четвертый главный фактор. Но я, прежде чем перейду к этому главному фактору, и все главное, но необходимо понять некоторые вещи, что содержимое. Я не буду заставлять открывать, вы взрослые люди, 20 лет уже, верующие. Вы знаете, наверное, Евангелие от Матфея, 12 глава, 43-45, где Христос с 21 по 26 стих говорит о изгнании бесов и так далее. 43-45 стихе говорит, бес, который вышел, ходит по безводным местам. И говорит, ищет покой, но не находит, говорит, вернусь, говорит, я свой дом. И посмотрю, а дом, говорит, вычищенный, выметенный, пустой, да? Убранный весь, чистенький. Вау! Откровение, пристав. Братья и сестры, он, говорит, идет своим друзьям, еще 7 злейших с собой берет. И говорит, послушай, мой дом, где я жил раньше, оказывается, там какой-то недалекий христианин. Дом вычистили, там пророк приехал, вычистил, а всем Богом выгнал всех бесов. А у них ума не хватило наполнить чем-то, убранную, все так, подушка лежит, крава, все так, все аккуратно, как в армии. Чистенько, блестит мастикой пол, все, аллилуйя, улетят, а никто не живет. Пристав, ты сейчас есть такие дураки, что да, есть. Ну пойдем, вернемся, приходит, все встречены, последнее бывает хуже первого. Что я хочу сказать? Что бесы, которые вышли, имеют тенденцию вернуться. Грехи, которые Господь простил, они могут вернуться. Грехи, проклятия, которые разрушились, они могут вернуться. Колдовство, все. А еще мне говорят, христианах бесы не живут. О чем это говорит? Это не Христос ли говорит? Кто может опровергнуть слова нашего Господа Иисуса Христа? Современные проповедники о благодати, которые так полно в социальных сетях распространяют, христиане клюют. Поэтому у христиан больше клюв, нежели сердце. Большой клюв, потому что у них там клюют на все. И сердце маленькое, а клюв большой, тверденький. Орлиный, армянский нос у всех. Аллилуйя. Знаешь, да, анекдот про грузина, нет? Нет? Да и не надо. Послушайте, состояние сердца, оно важно. Аминь. Открытость сердца, оно важно. Понимаешь?
состояние важно, открытость важна. Чистота. Чистота, скажите, чистое сердце. Чистое сердце. Аллилуйя. Аллилуйя. Ой, кто видит мое сердце? Бог видит. Аминь. Бог видит твое сердце. И Бог не будет отвечать на твои молитвы, потому что ты вышел умно. Аллилуйя, Господь. Ты в своем слове сказал так, своему работу сказал так, Аврааму сказал так, Исааку так, Павел так сказал, тот так сказал. Бог, ты грязный сосуд. Рот лишь открываешь. Иди посудомойкой займись. Алло, не слышу вас. Чистое сердце Богу узрет. Аминь. Если ты видишь Бога, ты увидишь дьявола. Ты увидишь бесов, ты увидишь демонов, проклятие. А если ты Бога не видишь, и бесов не видишь, ты и слуг Бога не увидишь, и слуг дьявола не увидишь, для тебя все аллилуйя, амин, ура. Ура, товарищи! Шалом! Мы все разные. Эй-эй-эй. Дьявол под этим словом разными и подведет своих. Знаете, что сказал Дерек Принц? У него есть статья «Гуманист, предшественник антихрист». Если мы в церквях не вычистим гуманист, поклонение человеку, псевдолюбовь, левое учение о любви, аллилуйя, все для человека, все для человека. Да не будь с тобой этого, Господи, будь милостив к себе, как Петр сказал, помните? А? Не слышу вас. Аминь. Я понимаю, все нормально, никаких проблем. Потому что у вас есть еще четвертая проблема. Мы о четвертом чуть поподробнее поговорим, но давайте сразу. Давайте. Книга Иова, 32 глава, 8 стих. Я никого не оскорбляю. Нет. Нет, я шучу. Тридцать-два 8. Нашли? Знаете, где книга Иова? Где? Библия. Скажите, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает разумение. Разумение. Скажите, дух в человеке, дыхание Вседержителя дает разумение. Понимаете, если в твоем духе, в этом человеке бес дает разумение. И рождается бесовская логика. А если там религиозный бес, то религиозное разумение. Религиозное представление о Боге, о церкви, о молитве, о прославлении, о пощадре. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Я говорю о жизни. У нас в воскресенье было служение. Последнее, свежее свидетельство. Мы были как на войне. Двигались дары Духа Святого. Слава Божья сходила. И я молюсь за людей. И потом было свидетельство, исцеление от рака. Мы свидетельствовали от рака. И потом мы молились за людей. Делегировали власть, чтобы они дальше шли и исцеляли людей от рака. У нас сестры, 28 сестер, работают в первой городской больнице, трудятся безвозмездно, без зарплаты, без денег. Каждый день с 8 утра до 4 дня там с этими безнадежными людьми в хосписе. Уже больше года. И молились, чтобы Бог дал им власть, чтобы они не только их покаяли, ухаживали, мыли, кормили, убирали, чистили, но чтобы еще изгоняли демона рака, чтобы под их руками исцелялись люди. Знаете, такая слава, и вдруг записка. Мою маму увезли в больницу, давление 200 с копейками. 60 на 40. 60 на 40. Ну давление 60 на 40. Представляешь? Это что такое? Все, мертвее. И мы тут останавливаем все служение, ну Дух Святой, да, Иисус. И молимся. Помолились. Все, записка. Все в порядке, все нормально, не померла, все в порядке. Хотя и сколько, 76-78. Казалось бы, что молиться? Ну, забирай, Господь, и все. Слава тебе, Господи, переправа такая. Мы же для этого здесь все равно рано или поздно уйдем, да. Но нет, вернули к жизни. Аминь. Потом молились,
потом пробует слово, и он опять молитва за людей. Там вот такое происходило. Еще просит вначале. Она у нас сестра есть, она беременна, у нее живот растет. Есть такие беременные, вот, но не видно, что беременна. 10 месяцев, а не видно, не знаю, куда живот растет, но есть такие, умудряются прятать свой этот плод. А это все большое, она ходит за 2 недели до родов, я говорю, когда родишь, не вздумай здесь, торопил. Смотрю, она терпится, она молодец. Я же понял, что надо вдохновить ее. Я говорю, держись, Лидия, держись. Давай, мы вместе молимся. Она держалась. И как раз до воскресного служения ее везут. Воскресенье, представь. И во время служения Лидия рожает, помолитесь. Молимся. И приходит слово. Не повредить. И молимся, не повредить. Во имя Иисуса, не повредить. И вот помолились, все, дальше служение идет, дальше мы за людей, записка. Ребенок родился, не дышит. И опять записка. Ребенок родился, не дышит. Я церкви сказал, ребенок родился, не дышит. Давайте молиться. И опять молимся. И тут же, понимаешь, ребенка увезли уже непонятно куда, в какую-то колбочку, в какой-то аквариум, какое-то искусственное дыхание, все. И тут же во время служения ребенку уже становится лучше, приходит жизнь. Смерть уходит. Вы понимаете ли? Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу и будете свидетелями Его жизни, Его славы, Его огня, Его мудрости, Его победы, Его торжества. Во имя Иисуса Христа кричите аллилуйя! И здесь говорит Иов, дух в человеке и дыхание, и во время этой молитвы дыхание вседержителя. К чему? И когда пришла записка, что ребенок не дышит, и молились за этого ребенка, дай слово знания. Бог говорит, молись, расширяй легкие. Господи, расширение легких, дыхание Вседержителя, пусть будет легких этого ребенка. Аминь. И произошло это. Это произойдет, когда на вас сойдет Дух Святой. Иисус сказал, вы примите силу и будьте мне свидетелями. Будете. Ты будешь свидетелем. Ни смерти, ни поражения, ни нищеты, ни проклятия, а жизни, благословения, победы, огня, веры, оптимизма. Кричите, аминь. Аминь. Аллилуйя. И следующее место, 118 Псалом, 32 стих. Давид говорит, Господи, потеку путями заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. 4. Господи, расширяй мое сердце. Когда Бог расширяет мое сердце, тогда я могу идти Его путями. Тогда я могу идти Его откровениями. Тогда я могу идти за Его Духом, за Его помазанием. Я могу следовать за Ним. Когда Бог расширяет мое сердце. Другими словами, если сердце узкое, маленькое, я не могу вместить большие божественное благословение. Бог может меня благословить ровно настолько, насколько мое сердце вмещает эти благословения. Все начинается из сердца, братья и сестры. Вера — это не просто аллилуйя, аминь, давайте возрадуемся. Вера — это четкая работа над своим сердцем. Аминь. Это скрупулезно, это более серьезная, более глубокая работа, чем даже трансплантация сердца твоего, чем хирургическое вмешательство, чем какой-то клапан не работает, чем какие-то там эти все кровообращения, еще что-то, тромбы какие-то. Это физическое сердце, это вообще ничто. Ничто, это очень поверхностное отношение к жизни. Там есть сердце, где Бог живет, откуда источники жизни. Вот почему сегодня больше всего, скажите, больше всего, или в первую
очередь, хранимого храни сердце твое, откуда источники жизни. Это означает открытость сердца, это означает состояние сердца, это означает содержимое сердца, это означает что? Объем сердца, пространство сердца. Наше сердце имеет пространство, и оно должно быть, друзья, объемным, широким, чтобы вместить разные откровения. Сегодня с разными церквями поговоришь, с разными пасторами, с всякими служителями. Мы за изгнание бесов. Все. А мы, Бог есть любовь. Главная любовь, аллилуйя. Мы рост церкви, аллилуйя. Рост. Деньги. Бабки, money. Джинсы, шины, мода уже прошла. Послушайте. Деньги, а другие философия, а мы будем заниматься только наркоманией. А мы будем добрые дела, соцпрограммы, соцпроекты, потому что там есть соцпакеты. Послушайте, братья и сестры, сердце, оно должно быть расширено. Тогда я могу вместить изгнание бесов, и Божью любовь, и соцпакеты, и соцпроекты, и спас, и реформацию во имя Иисуса Христа. Чтобы утвердить Царство Божие на этой земле. Кричите, расширение сердца! Когда ты кричишь из горла, когда я приехал в Благовещение, с первого сюда вызвал всех лидеров, когда мне говорят, кричите. Сестры сильнее кричат, потому что они знают, что такое расширение. Братья до сих пор туговаты. Потому что не знают, что такое расширение. Я удивляюсь, как может этой женщины, как великолепно, как красиво все, как там все вмещается. И когда за 10 месяцев, понимаете, семена жизни. Если бы Бог сразу этот арбуз положил бы туда, да, но не сразу же, пипетка туда, как что-то Господь скапнул туда, да? И все пипетчики доскажут. А что вы, гиганты, что ли? В глазах Божьих мы все муравьи, пипетчики. А представь, человек муравей, а там вот этого человека пипет. Пипетка, а что еще? Возомнил о себе мужик. Господом славится, а не пипетка. И вот это туда и мало помол. Месяц, 2, 3, да? Растет все, да? Или нет? Это такое чувство, как будто только я и рожал. Как будто сестры, послушайте. Не в одном, как или народа пробежает там в организме сестер. Землетрясение начинается. Расширение, все куда-то уходит, все. Ну как это все, вот это 3,5 килограмма, 53 сантиметра может выйти, если эти божественные процессы, то есть землетрясения не происходят, понимаете? Землетрясение все. И потом выходит ребенок, это ты и я. И первый человек орет. Ты иди к своей маме или скажи своим легким, что орал? Ты повзрослел, поумнел, что ли? Пока рождался, ты был умнее, чем сейчас. Я уже понимал тогда, чтобы жить, надо кричать. Таким духом, чтобы жить, надо кричать. Чего вы орете? Уже 17 лет, мы по телевизору проповедуем в городе, все недовольны. Хорошие вещи говорят, правильные вещи говорят. Одного не можем понять. Чё орёт? Чё орёшь? Жить хочу! Поэтому ору! Хочу, чтобы Россия жила! Поэтому ору! Хочу, чтобы Катя жила! Поэтому ору! Хочу, чтобы ору! По имени Иисуса, чтобы ты жил! Аллилуйя! Женщины
не знают, когда рожают. Аллилуйя. Вы не рожали там интеллигентно, красиво. Я преподавательница, кричать не буду. Потеть не буду. Я из Питера. Это интеллектуальная столица. Это культурная столица России. Мы орать не будем. Вы заставите. Моя жена недавно сказала, как правильно рожать. У нас неправильно все. Все неправильно. Заставляют рожать стоя, нос, потом рожать. Нет, друзья. Надо рожать, как рожают все нормальные творения Божие. Вот так. В следующий раз, кто кандидат беременный, вот так и рожайте. Все, на коленях, конечно, я же на колени стану сейчас. Когда позвоночник навредить, голову навредить, все красиво выходит, все. Где бы ты учился в этом, если бы не эта конференция? Сидишь здесь и всякую ерунду про меня думаешь. Говорит, когда ты расширяешь мое сердце. Скажи, Господи, расширяй мое сердце. Господи, очисти мое сердце. Господи, помоги мне, чтобы мое сердце было открытым для Тебя. Мой разум, мое сердце, мой дух был открыт. Во имя Иисуса Христа. Знаете, что такое расширение сердца? Что такое расширение? Знаете, что такое расширение? А? Расширение – это освобождение. Нет расширения без освобождения. Когда твое сердце освобождается, тогда твое сердце имеет час расширяться. Твое сердце, оно должно освобождаться от греха, от рабства, от проклятия, от бесов, от бунта, от гордости во имя Иисуса Христа. И когда твое сердце чистое, и там есть жизнь, и в твоих глазах есть жизнь, и есть чистота. Аминь. Почему у некоторых христиан глаза мутные, как у коровы? А вы знаете, почему у коровы глаза мутные? Не знаете? Потому что каждый день доит. Грустные глаза. И секс только раз в году. Вы слышите? Когда Бог расширяет освобождение, скажите освобождение. Знаете, что с вами происходит? Вы освобождаетесь сейчас. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Расширение невозможно без освобождения. Аминь. Любое расширение – это разрушение ограничения. Аминь. Вот поэтому кто-то должен приехать, чтобы разрушить то, что ограничивает вас. Аминь. Когда вы рожали, сестры, по-моему, там акушеры стояли. И говорили, так делайте, тушьтесь, тушьтесь. Тушьтесь, ноги шире, уже. Вот так ложитесь, вот так. Правильно? А вы что делали? Вы не послушали? Вы не послушали? А тут сидите, упираетесь, не жуж. Не будем. Бог посылает своих акушеров. Тушьтесь, тушьтесь. Гачина, тушься. Во имя Иисуса Христа промышление. Тушься. Ты была слава Божья. Тушься. Ты же беременна? Или чем-то беременна, а? Аллилуйя. Понимаете, все начинается из сердца. Сердце имеет объем. Оно либо маленький, пространство, либо большой, либо маленький. Мы, когда получаем урожай, вот агроном понимает, если помните, в Евангелии от Луки там получил доход, жатву собрал. И говорит, пойду сейчас житницу свою расширю.
Да? И буду складировать все свое богатство, картошку, морковку, свеклу, все, лук, чеснок, капусту, да? Или там деньги пришли, да, бизнес. Прибыль, доход, да. Какой сейф, там, счет открываем, карточка там, а все. У кого есть карточки, поднимите руки. Если у вас хватало заводить карточки, у вас хватит мозгов расширить свои сердца. Аминь. А Бог говорит, ты безумный. Кому достанется богатство, если в эту же ночь я заберу душу твою. Сердце надо расширять, сердце. И больше всего хранимого храни. Откуда источники жизни? Сердце твое. Нам еще столько похороней, братья и сестры. Вы здесь или нет? Аминь. И когда сердце открыто, смотрите, я что хочу сказать. Тесное сердце мало что вмещает. Тесное сердце, оно вмещает только свои собственные проблемы. Моя болячка, мой холодильник, да? Мой муж, мои дети. Но маленькое сердце, тесное сердце, оно не вмещает проблемы других людей. Проблему церкви, проблему города, проблему страны, проблему народа. Проблема. Почему опасно иметь только чистое сердце, только открытое сердце, а не иметь расширенное, объемное, пространное сердце опасно? Есть проблема. Есть проблема. Евангелие от Иоанна, 8 главе, я не буду открывать, там написано, что Иисус сказал, вы хотите убить меня, потому что не вмещаются слова мои в вас. Клавишник, пожалуйста, на свое место. То есть опасность в чем заключается? Чистое сердце, но узкое. Сегодня чистые христиане, чистые пасторы, служители, никто не спорит, никаких проблем. Но чистое сердце, состояние сердца, может у тебя чистое, но узкое сердце. Опасно заключается, что ты можешь отвергнуть Христа, убить Христа и стать палачом Христа. 21 век не исключение. И меня потрясла история, когда мужа Божьего, реформатора, проповедника великого Яна Гуса, если кто слышал о нем, когда казнили, сжигали его на костре, он был прикован к столбу. И он видит, как одна взрослая, пожилая женщина пришла со своей охапкой хворост и взяла, сама собой принесла и молится, искренне молится, Господи, и подкладывает этот хворост под ноги, в огонь, и молится, и в этот момент молится Богу. И Ян Гус говорит, какая же святая простота. Какая святая простота. Вот так многие церкви, христиане, пасторы со своей святой простотой отвергают помазание, обрывают Христа, убивают пророков Божьих, которых Бог послал к ним. И она подкладывает туда эти хворосты и говорит, умри скорее, еретик, убивая реформатора, убивая проповедника великого, служителя Божьего, помазанника. Христос говорит фарисеям, Христос говорит, в свое время Христос вчера, сегодня, во веки точен. Аминь. Дьявол вчера, сегодня, во веки точен. Бесы те же. Наша простота святая та же. Проблема узкого сердца осталась. И поэтому мы не можем вместить великого Бога в наши сердца, в наши мозги. Поэтому мы ограничены во всем. В служении,
молитве, в жизни, в стратегии, в понимании, в общении, в принятии. Я этих принимаю, а этих не принимаю. Для этих я закрылся. И начинается: Господи, храни нас, прости нас. Послушайте, братья и сестры, знаете, что можно смотреть, но можно не видеть. Можно слышать, но можно не услышать. Почему и Христос говорит: замечайте, что вы слышите, как вы слышите, что входит, что выходит из вашего сердца. И сегодня народ Божий, я верю, что это слово от Бога. Аминь. Бог говорит вашим сердцам, Бог говорит вашей цели, Бог говорит вашему служению. Бог говорит вам, что необходимо иметь 4 важных компонента для того, чтобы вы могли двигаться за Богом. Чтобы не опровергать, не отвергнуть, не распять, не убить того, кого Бог послал к нам, Иисуса Христа, Его посланников. Открыто сердце — раз. Состояние сердца — 2. Содержимое сердца — 3. И объем сердца — 4, или пространство, или расширение наших сердцей. И знаешь, не надо молиться: Господи, защити мое сердце узкое, тесное. Пойми, ты можешь сказать: зато я искренен. Я хочу вам сказать, что твоя искренность не защитит тебя от заблуждения. Не защитит. Люди так искренне заблуждают. Многие так искренне заблуждаются. И поэтому у них застой, ограниченность, или перекос, или однобокость, или с одной обочины в другую обочину. Какие-то странности. Один муж Божий сказал, что за маленькими странностями кроется большое бесы и большое проклятие. Храни нас, Господи, чтобы мы, как дети Божьи, не были странными на этой земле, на лестничном марше, на учебе, на работе, в магазинах, чтобы мы были трезвые, чтобы мы были помазаны, чтобы мы были мудры, чтобы наши сердца были мягкие, добрые, большие, чтобы мы могли вместить и богатых, и бедных, чтобы мы могли вместить и профессоров, и бомжей, чтобы мы могли вместить, вы понимаете, нет? Чтобы мы могли вместить интеллектуальную элиту, академическую, политическую, экономическую, и могли вместить и алкоголиков, и наркоманов, и могли вместить всех людей, которые Бог посылает к нам, чтобы мы не закрылись и не закрывались, и не убивались, которые пришли к нам за жизнь. Бог говорит: в вас есть жизнь, ваша жизнь, Иисус Христос в тебе, в тебе, в тебе. И мы, когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу и будем свидетелями этой жизни, свидетелей жизни Христа на этой земле. И когда мы носители жизни, куда приходит Христос, бесы отступают. Аминь. Куда приходит Христос, смерть отступает. Куда приходит Христос, болезни, проклятие, все отступает. Куда приходит Христос? Открывай свое сердце. Не закрывай себя. Позволь Богу расширить твое сердце, твой разум. Позволь Богу. И прежде чем мы помолимся, я хочу в этой же главе, книга Иова, 32 глава, 18 стих, написано, что «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорвать.
подобно новым мех. Утроба моя готова прорвать. У меня такое чувство, что ваша утроба готова прорвать. Готова расшириться. Готова раздвинуть всякие разграничения, ограничения, которые по разным причинам пришли в нашу жизнь. Дух мой, говорит, теснит внутри меня. Господи, когда Бог Дух, Божий Дух, дыхание Вседержителя приходит, невозможно быть равнодушным или ничего не переживать в своем сердце, в своем духе. Обязательно там начинает какие-то процессы. Его работа, когда Бог, понимаешь, как будто слон в лавке. Слон посудной лавки. Не надо говорить, я боюсь, что-то большое, что-то великое, что-то странное, что-то непонятное. Защити меня, Господь, от всех этих слонов. Не закрывайся и не защищай свое узкое, тесное, ограниченное сердце. Наоборот, пусть придет расширение. И когда будет расширение, послушайте, когда будет расширение, когда ты будешь молиться, ты поймешь этот принцип, возьмешь этот ключ. Будет расширение сердца, будет расширение разума, расширение духа. И тогда помазание будет увеличиваться, усиливаться. Слава Божья! Будь больше, больше! Будь верен в малом, поставим над большим, говорит Господь. Шаг за шагом, не сразу. Мало-помалу. Господь, Он верен своему слову. И вот. Сейчас я открою это место. 2 Царство, 22 глава, это последнее место, и мы будем молиться. Здесь написано в 20 стихе. И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Аминь. Господь, говорит, вывел меня на пространное место. И дальше и избавил меня. Твое избавление не там, где в тесном обстоятельстве, не в тесноте, не в узком сердце. Твое избавление в пространном месте. Когда Господь выводит на пространное место, тогда приходит избавление, тогда приходит исцеление, тогда приходит благословение. Поэтому не надо защищать. Ты чистый человек, ты правильный человек, у тебя чистое сердце, все хорошо, никаких проблем. Может, даже открытое сердце, даже содержимое хорошее, но это мало. Надо расширить. Позволь Богу расширить. Позволь Духу Святому расширить. Позволь, не бойся, чтобы ты мог вместить все откровения, чтобы мог вместить великого Бога, Его помазание, Его Слово, чтобы мог вместить нужды людей, чтобы мог вместить этих людей в свое сердце. И когда это все исходит из своего сердца, Бог реагирует на все, что исходит из сердца. Бог реагирует. И молитвы, которые исходят из сердца, и поклонение, и песни не из разума, и крик, который не из горла, не из разума, а из духа, из сердца. Бог, помилуй Россию. Бог, помилуй мой город. Бог, помилуй мою землю, моих родных, моих близких. Бог, расширяй мое сердце, расширяй мои мозги, расширяй. Господи, ограничь. Господи, разрушь всякое ограничение. Господи, освободи мое сердце, освободи от всякого рабства. Разрушь, Господи, всякое ограничение в наших сердцах.